В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Вакцинация от коронавируса в республике будет проводиться с приоритетом в отношении жителей старшего поколения. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Так, по данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю наблюдается четкая стабилизация эпидситуации. В сутки в среднем выявляется от 80 до 90 заболевших. Вакцинация активно проводится во всех районах республики. Ожидается поставка дополнительной партии вакцины в количестве 15 тысяч доз. Как подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев в ходе заседания оперштаба, при получении дополнительных доз вакцины приоритет должен отдаваться гражданам старшего поколения, так как они находятся в группе особого риска. Тем временем в 3 районах Якутии ухудшилась ситуация с коронавирусом. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Так, в Усьмайском районе нестабильная ситуация наблюдается в небольшом отдаленном населенном пункте, где отработала уже бригада медиков, и сейчас специалисты решают проблему на месте. А в Тампонском районе коронавирус начал распространение по Хандыге, где ранее заболевание выявили в группе корпоративных контактов. Что же касается Мирнинского района, там из-за скачка числа заболевших проводится эпидрасследование управлением Роспотребнадзора. Главой Якутии Айсеном Николаевым даны поручения, направленные на соблюдение санитарных норм на местах. В целом же по Якутии ситуация с коронавирусом на сегодняшний день выглядит следующим образом. Выявлено 85 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Якутск – 36 случаев, Мирнинский район – 23 случая, Тампонский район – 5 случаев. И по 3 случая в Алданском и Нирингринском районах. Мегна-Кангаласский, Нижнеколымский, Усть-Майский, Хангаласский районы – по 2 случая. Несмотря на то, что обстановка является достаточно стабильной, тем не менее, мы с вами знаем, что вышли наши дети в школы. Поэтому очень важно, и сегодня глава республики на это обратил внимание на оперативном штабе, чтобы был подключен и общественный контроль, для того, чтобы родительский контроль, для того, чтобы отследить, чтобы в школах соблюдались все санитарно-эпидемиологические нормы. А это и термометрия, и раздельный вход, и раздельные непосредственно перемены, и как можно меньшее количество контактов детей, соблюдая социальную дистанцию. Порядок, размер и условия выплат семьям на детей от 3 до 7 лет будут изменены в этом году. По поручению Владимира Путина они будут увеличены. Планируется применять дифференцированную систему определения размера ежемесячной выплаты, которая может составить от 50% регионального прожиточного минимума на ребенка в виде стандартного размера выплаты, а также 75% и 100% соответственно в зависимости от глубины нуждаемости семьи по доходам. Кроме того, учитываться будут при расчете среднедушевого дохода семьи не только ее официальные доходы, но и имущество. К примеру, в назначении выплаты будет отказано в случаях наличия у семьи более одного жилого помещения, более одного гаража, машиноместа, автотранспортного средства и так далее. В Алдане появился пункт взаимопомощи. Инициаторами его открытия выступили добровольцы. Общественные организации «Дари добро». Тех, кто желает дарить помощь, и тех, кто в ней нуждается, немало. Пункт взаимопомощи станет своеобразным балансиром. Благотворительный проект волонтеры реализуют уже 5 лет. С открытием пункта «Дарить добро» станет еще легче. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Одежда, книги, продукты, детское питание. Выкладка как в супермаркете, но отсутствие ценников не смущает. Абсолютно все вещи можно приобрести бесплатно. В цоколе городской многоэтажки, где ранее находилась торговая точка, расположился пункт взаимопомощи. Помещение благотворительной организации предоставила администрация города. Сама идея проекта стала результатом проведения акции «Из рук в руки», которая была направлена на сбор и дальнейшую раздачу вещей для нуждающихся. Жители нашего города стали активно принимать участие в нашей акции. Мы ее запустили в 2016 году. Сбор и раздача вещей велись в основном офисе «Дари добро» 2 раза в месяц. Реализация проекта была сопряжена с неудобствами. Во-первых, в зале не хватало места. Во-вторых, не каждый мог прийти по графику. Теперь пункт взаимопомощи будет работать ежедневно. Желаю я им удачи, успехов, процветания, всего хорошего. Что работают здесь такие молодые, красивые, наши талантливые люди Золотого Алдана. С новосельем «Дари добро» поздравили преподаватели Алданского политехникума. Гости пожелали хозяевам процветания и удачи, отметив бесценность социальной направленности проекта.
И наши студенты тоже постоянно участвуют в акциях, которые проводит и организация общественная «Дари добро». Поэтому, конечно, очень хорошо, что у них появилось свое такое серьезное место, куда можно будет прийти в любое время. Пункт взаимопомощи готов принять первых посетителей. Одежда развешана на стеллажах, книги, игрушки и продукты разложены по полочкам, а в зале оборудованы 2 примерочные. К работе волонтер Ирина Истомина готова. Она будет принимать и выдавать вещи. Они оказывают какую-то там помощь, то есть приносят вещи, да. Другие приходят, что-то берут себе, то, что им именно нужно. Вообще я считаю, что эта организация очень нужная в городе Алдане. Она должна существовать, она должна процветать. Добровольцы убеждены, с открытием пункта масштаб проекта «Из рук в руки» возрастет в разы. Как показывает жизнь, такие точки востребованы повсеместно. Прием и раздача вещей действуют как в городах и поселках Алданского района, так и в соседнем Нерингре. В поселке Чульман мы открыли, в Алексеевске и в поселке городского типа Куранах, Нижний Куранах. Как известно, рука дающего не оскудеет, а помощь от сердца приносит огромное благо тому, кто ее получает. Добровольцы «Дари добро» отмечают удивительный баланс. Тех, кто желает помогать, и тех, кто нуждается в помощи, обычно оказывается поровну. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. В здании Якутского научного центра состоялось торжественное собрание, посвященное Дню российской науки, в котором приняли участие премьер-министр региона Андрей Тарасенко и зампред правительства Сергей Местников. В рамках данного мероприятия гостям якутские ученые презентовали лабораторию спектроскопии ядерного магнитного резонанса, с помощью которого ученые региона изучают различные предметы и объекты на химическую и молекулярную составляющие. Помимо этого, ряд молодых исследователей показали и рассказали присутствующим достижения якутских ученых в области науки, с чем они работают и занимаются. Далее в актовом зале состоялось вручение государственных наград ученых, внесших свой неоценимый вклад в развитие науки республики и страны. Якутия является ключевым стратегическим регионом для Российской академии наук, для Сибирского отделения Российской академии наук. Это, безусловно, все вопросы, связанные с Арктикой, с морозоустойчивыми материалами, новыми технологиями. Это биоразнообразие, это экосистема, в том числе гуманитарные вопросы. Жизнь человека в этих сложных условиях. Очень большое количество научных задач, которые якутские ученые и все российские ученые должны решать здесь. Якутская картина Степана Бурнашова «Харахар» вышла в ограниченный российский прокат. Всю предыдущую неделю съемочная группа представляла фильм в крупнейших городах страны. Как якутский триллер встретила московская публика, узнаем из материала Максима Кардозу. Съемочная группа фильма «Харахар» для встречи со зрителями в Москве выбрала для себя культовый кинотеатр «Иллюзион». Он находится в знаменитой Сталинской высотке. Но эта история не про красоту или статусность. Это история про символизм. Ведь еще в советское время люди приходили сюда, чтобы открывать для себя новые миры. Посмотреть те фильмы, которые больше нигде не показывали. И вот в 21 веке сюда пришли люди, которые открыли для себя якутское кино. «Харахар» уже смотрят в 10 крупнейших городах России. Презентации с участием съемочной группы прошли в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге. И везде к якутскому кино есть интерес и вопросы. Было очень разные вопросы, начиная от того, как вы снимали до философских тем, затронутых в фильме. Больше удивили философские вопросы, что касаемо главного героя, почему он такой, вообще его мотивацию. Знаменитый российский кинокритик Егор Москвитин назвал «Харахар» лучшим российским фильмом 2020 года и объяснил, почему. Именно поразило мастерство. Получается, что обычно всегда, когда ты смотришь якутское кино, тебе немного подыгрывает это очень красивое, суровое пространство, это музыка. А здесь просто есть машина, есть человек, и тебе все равно не оторваться. Это то, что поразило меня, и я бы очень рад, что другие это тоже оценили. Сложную историю про якутского дальнобойщика оценили и обычные зрители. В Москве на фильм традиционно пришли якутяне, живущие в столице, и москвичи.
Я давний поклонник Степана Бурнашова. Это наш якутский Тарантино. Конечно, снимает он очень душевно, очень страшно, на мой взгляд. Но фильм, конечно, намного вырос в съемочном плане. Такие красивые кадры, так здорово. Жалко, что он короткий. Я хочу сериалов от Степана Бурнашова. Я дико в восторге от всего этого. То есть просто потому, что это очень сильно и очень смело с точки зрения того, что минимализм и так все. Это смелая очень история. 2020 год стал прорывом для якутского кино, так считают многие эксперты. И можно быть уверенными, что 2021 только закрепит этот успех. В Якутии заканчивается работа сразу над несколькими потенциальными кинохитами. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Онлайн-конференцию для студентов Сибирского государственного университета водного транспорта провели сотрудники Института мерзлотоведения. Мероприятие ознаменовало старт традиционной недели науки в Институте мерзлотоведения, которая продлится с 8 по 12 февраля. В эти дни каждый желающий может посетить музей, а также ознакомиться с подземными лабораториями вечной мерзлоты. При этом соблюдены все необходимые меры предосторожности. Вход для посетителей бесплатный. Но сейчас небольшой блок рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. В эфире Якутия-24. Мы продолжаем наш выпуск. Сегодня в Якутске пожар унес жизнь человека. Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме по улице Шевченко. Дом был заморожен, обесточен. Как обстоит ситуация сейчас и каковы предварительные причины возгорания, выяснял Дмитрий Тимыров. По словам жильцов дома, возгорание началось во втором подъезде. Также соседи сообщили нам, что данную квартиру хозяева сдавали. И там регулярно собирались шумные компании. Все у нас квартиры приватизированы, кроме двух. Все. А те, кто снимали, они благополучные были вообще? Да как? Нет, конечно. Распивали спиртные напитки и так далее? Распивали и дрались, и третье, и десятое. Квартиросъемщики, я не знаю, кто они там были, но они пили. Они постоянно... да. А хозяин с этим хозяином не связан? Нет, я с этим хозяином, даже я его и не знаю, кто он такой. Но по словам жильцов этого дома, подъезды были оснащены пожарными оповещателями, но они не сработали. Возможно, они перестали работать из-за холода, и им пришлось самим дозвониться до огнеборцев. Соседи сообщили о пожаре лишь после того, как дым окутал подъезд. Через 5 минут после звонка в пожарно-спасательную службу наряд прибыл на место происшествия. Квартира во втором подъезде уже горела. С места пожара сотрудниками МЧС России было эвакуировано 10 человек. В ходе тушения пожара пожарными было обнаружено тело погибшего. Личность устанавливается. Пострадал 1 человек. В результате пожара огнем повреждена квартира на первом этаже и 2 квартиры на втором этаже. И кровля на общей площади 100 квадратных метров. Между тем, следователи начали работу по факту обнаружения тела мужчины, а также установления его личности. С места изъяты предметы и вещества, имеющие значение для следствия. Осуществляются опросы жителей соседних квартир и очевидцев. Для установления причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, также назначена пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины и очага возгорания. У Ирины в этом доме живет мать. Пожилую женщину пришлось эвакуировать через окно второго этажа. Сейчас она в доме у дочери, а сама Ирина приехала проверить квартиру матери. Ну, у нас квартира другая, здесь у нас бабушка здесь жила. Бабушку с окошка вытащили. А вы сюда вот сейчас приехали посмотреть, да, я так понял? Ну, конечно, наша же квартира, мы приехали посмотреть, что тут произошло вообще. Мы в 6 утра были здесь, нас не пустили. Нас выгнали отсюда, прямо вот вообще. Вот сейчас пойду посмотрю, что там происходит. Часть жильцов разъехались кто куда. Одна собственница согласилась переехать в маневренный фонд округа, а некоторые решили остаться дома. А вообще вот сейчас какие меры предприняты? Отключили электричество или что? Электричество отключили, отопление отключили. Сказали, что сегодня дадут. А когда дадут, мы не знаем. Вообще без понятия. Пока управа молчит. Видите, никого нету. Где они все? К слову, в 3:30 тепло в дом дали. Что касается электричества, то его подключат лишь через несколько дней, когда проводка высохнет полностью. Дмитрий Тимыров, Григорий Николаев, Якутск.
За последний месяц в Нюрнбергском районе произошло несколько аварийных ситуаций на электростанции и аварий, связанных с энергоснабжением. В связи с этим в районе провели ряд совещаний со всеми энергообеспечивающими организациями, где были подведены итоги выполнения аварийно-восстановительных работ и поставлены задачи об усилении контроля работы всех систем. Подробности в материале Екатерины Павловой. В последних числах января энергоблоки номер 1 и 3 Нюрнбергской ГРЭС были выведены в ремонт из-за образования свищей в топке котла и элементе котла-агрегата. В это время в работе находился второй энергоблок и 3 водогрейных котла, которые в полном объеме обеспечивали теплоснабжение потребителей Нюрнбергского района в соответствии с необходимыми параметрами. На период проведения работ заданная электрическая нагрузка для Нюрнбергской ГРЭС была снижена и перераспределена между другими электростанциями, входящими в объединенную энергетическую систему Востока. За несколько суток аварийного ремонта энергоблоки были включены в работу. В настоящий момент Нюрнбергская ГРЭС работает в обычном режиме и несет заданную нагрузку. Очень хорошо сработали энергетики, устранили замечания. Я думаю, что при планировании подготовки к зиме 2022 года, наверное, эти недочеты будут учтены, и энергетики обратят на это особое внимание. Помимо этого, за последний месяц произошло несколько отключений электроэнергии по всему району. В городе Нерюнгри, поселках Серебряный Бор и Золотинка, в селе Янгра, а также в поселке Беркакит. В Нюрнбергской районной администрации состоялось рабочее совещание по вопросу взаимодействия энергоснабжающих и теплосетевых организаций в период кратковременного отключения электроэнергии в Беркаките для проведения восстановительных работ. Сегодня поселок работает по резервной схеме. Мы хотели сделать переключение на основную схему, но, к сожалению, в связи с тем, что у нас погодные условия были не очень, то есть низкие температуры, поэтому мы ждали потепления. Переключение на постоянную схему планируется в ближайшее время. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Сергей Козюра, Нерюнгри. Новый больничный комплекс открыли в поселке Батагай Верхоянского района. Здание общей площадью 3200 квадратных метров полностью оснащено новейшим оборудованием и рассчитано на 30 коек с поликлиникой на 180 посещений в смену. Объект был построен за счет средств компании «Алроса». На открытии побывала и наша съемочная группа. Репортаж с Аргланы Неустроевой. Открытие нового больничного комплекса в Батагае стало настоящим праздником для местных жителей. Прошлое здание давно было признано аварийным и не соответствовало санитарным нормам. Этот объект начал строиться в 2017 году, и вот последние годы благодаря Фонду будущих поколений, благодаря отчислениям компании «Алроса», Фонд будущих поколений, этот объект сегодня у нас завершен и уже работает. И прекрасный объект, который стационар на 30 человек, поликлиника на 180 посещений в сутки, она позволила, на мой взгляд, поднять здравоохранение района вообще на другой уровень. На строительство и оснащение такого комплекса компания «Алроса» пожертвовала порядка 600 миллионов рублей. Это один из многих социально значимых объектов, включенный в программу целевого фонда будущих поколений «Во имя будущего» на 2016-2020 годы. За 5 лет в республике построено 13 объектов социального значения. Реализовано более 150 проектов, направленных на поддержку образования, науки, культуры, спорта, экологии, развития института семьи и детства, раскрытие потенциала детей и молодежи. Общий объем программы составил порядка 4 миллиардов рублей. Тоже, значит, учитывая то, что объект находится в арктической зоне республики, мы все понимаем, какие тут транспортные схемы, было очень сложно строить, но тем не менее, значит, мы, организовав это строительство и по срокам, и по финансированию, сегодня, в принципе, предусмотренные договором сроки завершили строительство. Более того, алмазодобытчики совместно с целевым фондом будущих поколений продолжают строительство социально значимых объектов на территории республики. В этом году ожидается ввод культурно-спортивного комплекса в поселке Зырянка Верхнеколымского района. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию Дворец культуры и духовного развития в селе Намцы Намского улуса и культурный центр в селе Барагонцы Усть-Алданского района. С 2011 года акционерная компания «Алроса» направила более 7 миллиардов рублей на строительство и ремонт в республике социальных объектов и реализацию социальных программ.
Эта большая совместная работа с правительством республики будет продолжена и в дальнейшем. В 2021 году акционерная компания «Алроса» подпишет новое соглашение с целевым фондом будущих поколений республики и направит 850 миллионов рублей на строительство и ремонт социальных объектов и реализацию социальных программ. На сегодняшний день ежегодно «Алроса» жертвует республике порядка 800 миллионов рублей. Это не только большое подспорье для развития инфраструктуры, но и экологии. Так, благодаря алмазодобывающей компании реализуются и программы по обеспечению чистой водой населенных пунктов Вилюйской группы районов. «Алроса» и целевой фонд будущих поколений продолжают строительство социально значимых объектов на селе. За последние 10 лет, помимо ежегодных выплат в республиканский бюджет, в социальную сферу через фонд будущих поколений «Алроса» направила более 7 миллиардов рублей. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутии проходят испытания вездехода «Бурлак». В целях испытания вездехода в условиях экстремально низких температур он был передан спасателям Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС. Что касается технической части, вездеход оснащен турбированным дизельным двигателем объемом 2,8 литра, независимой подвески и полной блокировкой всех 6 колес, шинами низкого давления, электрической лебедкой. Высота вездехода 3,2 метра, длина 7 метров, ширина 2,9 метра. Максимальная скорость 50 км в час. Автомобиль способен плавать. Кабина вездехода позволяет автономно проживать в ней 6 спасателям при проведении аварийно-спасательных работ. Имеется все необходимое для организации автономной жизнедеятельности. В ходе проводимых испытаний нами пройдено около 2000 километров. На данный момент замечаний по технической части вездехода и его проходимости нет. Транспортные средства отлично показывают себя в наших суровых климатических условиях. Нами запланировано пройти еще около 8000 километров. Что такое красота? Взглядом литературных произведений Сергея Москвитина. Первое за период пандемии массовое мероприятие прошло в Ленской центральной библиотеке. Презентация сборника «Живопись» члена Союза писателей России, известного литературного деятеля Ленского района Сергея Москвитина. На мероприятии побывала и наш корреспондент Анна Кожевникова. Первая встреча с читателями в Центральной районной библиотеке Ленска началась с долгожданной презентации очередного сборника стихов местного, широко известного всей читательской публике Республики Якутия, писателя, прозаика, поэта и краеведа, члена Союза писателей России Сергея Москвитина. И сборник стихотворений под названием «Живопись» собрал в себе как раз-таки разнообразные литературные жанры. Тут есть и рассказы, и поэмы, и переводы, и стихи для детей. Это мирнинский период жизни Сергея Москвитина. В основном все произведения сборника объединены одной темой – это мирный. Здесь есть посвящение самому городу, есть поэма «Вилюйская ГЭС», есть посвящение людям Мирнинского района. Но, тем не менее, живя в Мирном, я не забывал и про родной Ленский район и откликался на какие-то события. Здесь есть посвящение ленчанам. Презентация проходила с соблюдением всех мер безопасности и с ограниченным кругом лиц, всего 15 человек. Но на странице Центральной районной библиотеки в соцсети Instagram велась онлайн-трансляция, и все почитатели творчества Сергея Москвитина могли задавать вопросы в онлайн-режиме, что они и делали. Такой опыт будет продолжаться и впредь до полного снятия всех ограничительных мер. Сергей Владимирович сказал, что он эту книгу получил год назад, мы ее год назад уже получили, и только сейчас имеем возможность представить ее нашим жителям вот так вот очно. В принципе, мероприятие мы проводили только вот в формате онлайн. Сейчас, после этой презентации, через неделю у нас будет представление публике новой книги Оксаны Андреевой. И так дальше пойдем. Помимо гостей в очном и онлайн-режимах, автор получил видео поздравления не только из разных населенных пунктов Ленского района Мирного, но и других городов России. За прошедший год у ленского писателя вышло еще 2 книги. Сборник избранных стихотворений «Застенчивая красота» и альбом фотографий стихотворений, посвященных 90-летию Ленского района «Мой родной уголок». Именно его в день презентации получил Сергей Москвитин. Эти книги в скором времени также будут представлены читателям. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами и удачи вам. Берегите себя и своих близких.